Selam. Hayırlı kон ederiz. Лиза хазанминен эхискаммы. Ну а теперь медленнее. Хайрлы кон. Вы сами знаете. Да, правильно. Это добрый день. Асансөдерес. Это третий урок переводится. И Лиза хазанминен эхискаммы. Лиза хазанминен. Это переводится как с вами Лиза. И эхескэммы – это «а вы кто» переводится. Это «а», «км» – это «кто». Извините, что я так пишу, неудобно. «М» – это когда мы задаем вопрос, но это уже об этом чуть позже. Обязательно посмотрите это видео до конца. Досмотрите, потому что в конце будет совет, даже советы, как учить иной язык. Обязательно вам пригодится. У нас материал сегодня побольше, поэтому готовьте ручки, тетрадки, блокнотики и, главное, свое настроение. Мин бикшат. Мин – это я. Знаете уже, бик – это очень, рад – это шат. Ну, рада и рад – одно и то же шат. И ответить можно на мин бикшат, мин де, я тоже. Д – это тоже, а мин – это я. Это мы уже разбирали. Мин ильгиз, я ильгиз. Мин алма, я алма. То есть мин – это я. Мин бикшат – я очень рад. Мин де – я тоже. Еще раз повторяем. Для примера. Для запоминания. Мин кареме, я карима. Кариме. Такое имя. Переводится карима. Ну, здесь тоже самое. Мин бикшат, мин де. Я очень рада. Я тоже. Минзиле Муратовна. Я Зиля Муратовна. Здесь уже и фамилия, и имя. Вы можете остановить на паузу, все просмотреть. Здесь как бы тоже одно и то же, но заменены имена. Можно ответить так. Миндешат, то есть я тоже рада. Уже вместо бик стоит д. Вот. Миндешат. Минбикшат. Минбикшат. Я очень рада. Рад. Миндешат. Это я тоже рада. Был. Оно переводится как это, этот, эти. Здесь намного легче, чем в русском языке. То есть был можно и как переводить это, эти, этот. Был. Был Оксана, это Оксана. Был Ахет, это Ахат. Был Байкер, это Байкер. Ну, также был собака, это собака уже. Это местоимение. То есть был эт, то есть собака переводится как эт. Вот. Дальше. Бар. Как переводится есть. Юг нет, да. Например, Игорь бар. Игорь есть. Иршат юг. Иршата нет. Обязательно это выпишите, потому что это самые распространенные слова. То есть в жизни много раз используем. Есть бар. Еще раз юг. Все, у нас уже начинается вопросительная часть. Мы. Айгол бармы. Айгуль есть. То есть, когда задаем вопрос, добавляем мы. И здесь отвечает другой человек. Бар есть. А Денис бармы. Денис есть переводится. Можно добавить
как переводится, а Денис есть? Денис бармы. Бар. Юлай бармы. Юлай есть? Юг. Нет. Например, Булат бармы. Булат юг. Булата нет. Отвечаем. Вот, еще вопросительная частица мы. Она ставится на последний слог, когда слово заканчивается на согласную букву. А мя, когда гласная. Например, А, О, У, И. О, У, И. Но согласные все остальные. На мы. Вот, был, рейле, м. Гласная, вот поэтому ме, е. Это раиля, 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 отвечает. И так далее. Был рокер мы. Это рокер? Юг? Нет. Можно ответить. Был рокер тугел. Но это мы уже позже разберем. То есть нет, это не рокер. То есть потому что не нет, а не переводится как тугел. Г, Л. Но это мы позже все разберем обязательно. Поэтому смотрите мои видео все, чтобы ничего не пропустить. Был Анисаме. Это Аниса. Здесь опять же таки Е. Мы, потому что Р здесь гласная. Был магазин мы. Это магазин Е. И так далее. Динамо. Это Дина. Е. Был Дина. Да, это Дина. Как обещала, совет. Это всего лишь первый совет. В следующем уроке, на следующем уроке будет второй совет. И так далее. Начните изучение языка с заучивания слов. Главное – уточнить для себя значение слов и правильное произношение. Повторяйте эти слова несколько раз в день, пока они не станут понятными и привычными. Очень важно заниматься каждый день. Только так вырабатываются правильные навыки, которые в будущем экономят время и усилия. То есть открывайте мой урок в ваших подписках и смотрите это видео, пишите все слова, которые вы узнали, и правила в блокнот или в тетрадь. И каждый день их читайте и повторяйте. Ну и учите. Если что-то забыли, загляните в тетрадочку или в подписках найдите это видео, которое вы недавно посмотрели. На следующем уроке я скажу совет, как учить эти слова, чтобы запомнить на всю жизнь. А если вам что-то непонятно, пишите обязательно в комментариях. Разъясню все и объясню. Обязательно подписывайтесь на ник Инстаграм Башкорт ТЛ, там тоже видео, и на мой Инстаграм Лиза Ворон. Вы можете также спрашивать вопросы. Вы также на этом канале видите такие же видео, как здесь. Если что, оставлю в описании ссылку на Инстаграм. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк, если понравилось и было полезным это видео. И пишите комментарии. Напишите, что было для вас новым, какое слово. Может быть, что-то было непонятно, пишите. С радостью все объясню. Ну а так-то всем пока. До новых встреч. Хаубы. Ну или так-то полностью хаубалагыс. До свидания.